Андеркат, фейт, классичные стрижки и нават стрижка бороды. Семиклассник з маладзечна валодае гэтымі хитрымі навыкамі. У 13 год мінулым летом хлопчык наведаў барбершоп. Майстер зрабіў яму стрижку, а Артёма уразіў вынік. І таму зацікавіла мастацтва стварэння прыгажосці. Калі маці убачыла запал у вачах хлопца, то вырашыла не даць яму згаснуць. Он очень активный, вообще сам по себе такой ребенок, и очень хотелось, скажем, занять его чем-то таким, чтобы он не уличными вот этими какими-то играми, всем, но чтобы ребенок чем-то занимался тем, как бы музыка заканчивалась как бы в этом году, поэтому надо было что-то ему такое, занять его чем-то. Все-таки когда такой переходный возраст, молодой и очень много энергии, куда-то ее надо было девать. Ну, как бы, я предложила, он как бы с удовольствием согласился. И, это было здорово, что он с удовольствием захотел этим заниматься. Как бы никого не заставишь, это просто его желание. Нам разрешили возле кресла мастера поучиться в барбершопе, стрижкам. Начинали мы с маленького нашего самого, младшего сына. Его стригли, учились. Как бы потихонечку начинало получаться все. Первая стрижка – это я стриг своего брата родного. Ему на тот момент было 5 лет. Как я его стриг? Мне показывали момент, я стриг. Получается, показали одну половину головы, я постриг другую. И получается, вот так вот постригли. Стригли мы его примерно 3-4 часа. Первая стрижка. Дали мне, объяснили, как держать машинку, как держать ножницы. Все, первая стрижка. У той час, калі равеснікі Артёма яшчэ занятыя гульнямі, хлопец ужо вызначыўся з будучай прафесіяй. У сваім выбары ён перакананы на 100%, назіраючы за працай майстра, сумненні пакідаюць самі. Упэўненыя рухі, цвёрдая рука цырульніка, веды не толькі практыкі, але і тэорыі. Вот я сделал растушевку с нуля, получается, на висках и на затылке. Потом еще сделал, получается, вывел форму квадрата. Также простриг вверх под стрижку андеркат. Осталось мне сделать немного кантовку и уложить волосы, посушить. За год юны маладзечанец дасягнуў узроўня, якому пазайздросцяць нават вопытныя майстры. У яго капілцы ўжо не адна перамога. Старт быў пакладзены ў маладзечні на конкурсе «Свет прыгажосці». Номинация включала у себя не только майстэрства цырульніка. Это был стрит-стайл. Получается, я подстриг здесь, покрасил все сам здесь. И получается то, что выступил я просто укладку сделал. У нас была модель в коротком для него пиджаке, белой майке, кроссовки, там джинсы. Получается, у него была покраска сине-красная. Сделали стрижку ему, растушевку на висках и на затылке, как я сегодня показывала. И сумку дали ему, такую большую. Гэта быў першы вопыт працы з фарбай, але тым не менш ён аказаўся ўдалым. Першае месца, такі вынік конкурса. Хлопца заўважыла Беларуская асацыяцыя парикмахераў и запросила принять удел у международном фестивале творчых профессий «Минский вернисаж». Все было так спонтанно, за 20 минут была стрижка, укладка очень сложная, как бы сразу так не все жюри так не придавали на его значение. Знаете, молодой такой мастер, который, скажем так, очень так, все взрослые, а он тут такой маленький, как бы, не придавали значения. Но когда уже увидели, что как бы он уже четко подстриг, вывел форму, что уже начал на расческу делать укладку, они прям собрались, стали фотографировать, и мы поняли, что что-то мы получим. У Мінску Артём показал свое майстэрства ў 3 номинациях, и ўсе яны аказаліся прызавымі. Зараз юнак наведвае уроки у сталічнага майстра. Наперадзе яшчэ один конкурс у Беларусі, затым у Санкт-Петербургу. А пакуль практыка, одноклассники и сябры с задовольнением идут наводить прыгажосць да Артёма. Когда я смотрю на него и понимаю, что это просто его дело, да, это совершенно верно. Але на дасягнутым Артём спыняцца не збіраецца. Навучанне розным мадэлям жаночых стрыжак хлопец праходзіць ужо сёння. Быць майстрам з вялікай літары, які валодае талентам і поўным спектрам паслуг сваёй галіны. Такая мара у Артёма. І яна ўжо пачынае здзяйсняцца. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.